Внуки на лето приедут для чего? Чтобы речка чистая, чтобы воздух был чистый. Правильно? А если у нас тут помойка и вонь круглый год будет, кто сюда привезет нам внуков? Мы сейчас находимся вот на территории нашего полигона и граничащего участка 84 гектара, который был заключен договор с Бастионом по мусоросортировочной станции, вот который мы выиграли уже в суде, и договор признан незаконным. У меня были судебные вот тоже иски в нашем суде, в районном. И я однажды сидел просто-напросто на очередное заседание, и прилетела вот такая группа большая, человек, наверное, 15. Родственники были, друзья. Я говорю, что вы сюда прилетели-то? Они говорят, а как, ты не знаешь, у нас сейчас суд будет от прокуратуры по поводу полигона. Я говорю, какой полигон? Открыли. У нас что, слушания общественные были? У нас что, проект какой-то? Это же ведь это серьезные вещи. 3 года я судился с администрацией свой лично, вот как предприниматель. Я выиграл. Я вот это все вот по земле, по всему вот это, я все умею, познания были. И я вот начала вот это поднимать. Начала, за 3 дня я практически все подняла, все нарушения, которые были. Пожар у меня был в магазине, горел я. Поджог или? Ну, это все, знаете, в каком-то сейчас у нас в таком вуалированном сейчас свете поджог или что-то. Я и снова восстановился, за 10 дней восстановил все это, снова я открыла. Да, были звонки со Следственного комитета, допустим. Я им в открыто говорил, если на меня будет давление, у меня все застраховано. Как предприниматель я себя застраховал. И для меня это не столь важно. Деньги не все решают. Не все решают. Я говорю, я когда на трассе работала, у меня были такие наезды в 90-е годы, уже вот начало 2000-х. Под автоматом ходил, и то не напугался. Поэтому я говорю, это не столь важно. Суд выиграли, они подали апелляцию. Апелляцию проиграли, кассацию. До кассации доходит. Будет, если стоять вопрос до каких-то там, до верховных судов, будем до верховных судов доходить. Все заседания, которые сейчас в арбитражном, федеральном судах проходят, они у нас представляют услуги народного юриста. И вот эти все услуги мы оплачиваем его вот за счет вот этих сборов с населения. И люди потихонечку, с пенсии даже бабушки перечисляют. Зарплаты, там вот объединяются там бюджетники, допустим, премии какие-то. Вот они скинулись по 500, тоже приносят. Стучались во все двери и к главе, и к депутатам. Все вот от нас устранились. Ну что, надо как-то поднять, чтобы вот... Мы понимали, что надо нам вот на уровне хотя бы области выйти, чтобы нас увидели и услышали. Когда мы увидели, что идет вот эти колонн с народом через весь поселок туда, и мы все замерзшие, 18 градусов мороза, и народ пришел. Вот тут мы поняли, что успех будет в том, что мы достучимся. Мы все знаем, в связи с чем мы здесь собрались. Полигона здесь быть не должно. Я еще раз вас спрошу, мы победим? Замечательно. У меня есть возможность уехать, у меня есть недвижимость где-то, но я никогда в жизни отсюда не уеду. Да как это я покину, если я всю жизнь тут прожила? Я что, какая-то кукушка буду места менять с места на место? Да и возраст у нас уже не то. У меня тут предки захоронены. И я тут умру. Почему это мы должны уезжать-то? Нет.